Всем привет! Набралась здесь партия у меня здесь свободных ножей. Ну это за год, наверное, чуть больше. Какие-то были на обзоре. Но эти были 3. Этот был, по-моему, вот этот был. Ну, в общем, начнем. Все ножи свободные. Так, первый нож. Этот недавно сделал, еще не доделал даже ножны. Так, сталь N690, нож ивенкийский. Больстер латунь. И стабилизированный кап грецкого ореха. Ну, он больше сувеля, а не кап. Здесь есть, конечно, каповые места. Ну, такой. Так, его ТТХ. 150 миллиметров длина клинка. Так, по ширине он 21 где-то. 3,1, 3, 2,8 и 2,4. Такой клином идет ножичек. Так, это первый нож. Вот эти 3 ножа, они были на обзоре. Этот заказ был в Казахстан. Не знаю, он что-то не выходит на связь уже давно, больше полгода, наверное, прошло. Он много ножей у меня брал. И что-то пропал. Так, начнем. Сталь Х12МФ. Травление в хлорном железе. Больстер латунь патинированная. И стабилизированный кап грецкого ореха. Эти рукояти вот на все 3, он, и вот это тоже оттуда. Это он присылал сам. Не знаю, что у него случилось там. Так, и вот ТТХ. Длина клинка 145 миллиметров. По ширине он 26. По толщине 3,3. 3. И здесь 2,7. Спуски на всех прямые. Так, это номер 2. Номер 3. В принципе, он такой же, только рукоять другая. Так, Х12МФ, травление в хлорном железе. Больстер латунь. Проставка стабилизированный кап клена и стабилизированный грецкий орех. Кап грецкого ореха. Сечение яйцо. Так, длина его 155 миллиметров. По ширине он 29. По толщине у обуха он 3,5. В середине 3. И здесь 2,9. Клином тоже идет. Так, это нож 4. Погнали. Х12МФ, травление хлорного железа. Больстер латунь, стабилизированный кап грецкого ореха. Мозаичный пин. Так, ТТХ его 145 миллиметров клинок. Ширина 27,6. У основания клинок 3, 2,7 и 2,3. Но он именно такие просил. Ему для разделки крупного рогатого скота нужны были. Так, 5 нож. Это свободный был сделанный. Х12МФ сталь. Больстер нержавейка. Проставки нержавейка. Стабилизированная карельская береза. Темлячное отверстие тоже нержавейка. Так, и вот ТТХ 133 миллиметра. По ширине он 27. У основания 4,2. 3,4. И здесь 3. Тоже клином. Это номер 5. Цена их 12 тысяч. Так, следующий. Это нож Ханты-Мансийский. Нет, Ямало-Ненецкий, как я его называю. У меня заказчик оттуда, я ему делаю. А это свободный ножик. Х12МФ сталь. Больстер латунь. Проставки G10. Не знаю, сфокусируется, нет.
триколор. И стабилизированная карельская береза. Сечение яйцо. Здесь прямой спуск. И здесь подвод. Ну, не подвод это. Он без подвода. Он в ноль заточенный. Цена его 11 тысяч. Так, следующий. Нож Ханты-Мансийский. Х12МФ сталь. Это был заказной, но заказчик слился. Посадка на чопике. Рукоять корень грецкого ореха. Не стабилизированный, но очень легкая. Очень легкий ножик. По сравнению с ними он вообще невесомый. Так, длина клинка 140. По ширине он у нас 15,4. По толщине у основания 3. 2,3 и 2,2. Тоже клином идет. Так, егошняя цена 10 тысяч. Так, следующий. Но это дороже. Это уже сталь здесь С390. Больсер латунь. Проставки здесь латунь, нержавейка. И стабилизированный сувель березы. Такой очень кучерявый. Камера не передает, но узор очень глубокий. Так, ТТХ его 113 мм, нет, 114, 115 даже. По ширине он 21, по толщине у обуха 3,2, здесь 3, 2,5. То есть тоже клином идет. Так, и последний, это у нас 9 уже. Этот был тоже на обзоре. Ножны береста. Береста в 2 слоя идет. Вдоль и поперек. Здесь сталь М398. Больстер латунь. Проставки латунь и титан. Рукоять стабилизированная карельская береза. Такая очень кучерявая. Длина его 142 миллиметра. По ширине клинка 18. По толщине 2,7, 2,5 и 2. Тоже очень клином идет. Ссылки для связи будут под видео. Кому интересно, обращайтесь. Ножи ищут своих хозяев. Ножи все сидят плотненько в ножнах. Никто не потеряется, не вывалится. Эти с щелчками. Глубоко, посадка у всех глубокая. Вот так все. Ссылки для связи будут под видео. WhatsApp, ВК, Telegram. Все, всем пока.